Добрый вечер, уважаемые зрители. Я Влад Давыдов и корреспонденты Якутии-24. Сейчас подведем итоги дня. Смотрите сегодня. Экспортеры Якутии. Какие вопросы и проблемы обсудили на этой конференции? Как с экспортом обстоят дела в целом по республике? Тяжело в учении, легко в бою. Столичные спасатели устранили пожары и спасли одного пострадавшего в рамках тактических учений. Коровы-скамейки в Мирном установили паблик-арт «Игрушка». Что еще будет по республике в рамках фестиваля современной культуры «Лето Якутия». Харконат в Якутии ведут съемки нового кинофильма. О чем картина и когда выйдет. Обновленный концертный зал, помощь молодой семье, уроки добра. Обзор новостей и событий Ленского района в конце выпуска. Владимир Путин заявил, что проблему распределения доходов от добычи полезных ископаемых между государством и инвесторами можно решить при использовании справедливого подхода и наличии доброй воли. Об этом президент сказал на пленарном заседании саммита Россия-Африка в Сочи. Ранее его коллега, президент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо, заявил, что с 2010 по 2014 год нефтяные и горнорудные компании заработали около 42 миллиардов долларов, а в бюджет страны поступило только 6 миллиардов долларов. Чиломбо подчеркнул, что его страна сталкивается с проблемой разделения доходов от добычи полезных ископаемых между республикой и инвесторами. Первый экономический форум Россия-Африка проходит в Сочи. Телеканал Якутия-24 вел трансляции из ряда событий этого саммита. Вертолет марки Робинсон Р-44 во вторник совершил вынужденную посадку в аэропорту Алдана из-за нехватки топлива. Он выполнял несанкционированный полет из Владимировки. Пилот приземлил вертолет во внерабочее время Алданского аэропорта в 6:40 вечера по местному времени. По факту несанкционированного полета этому летчику грозит административный штраф. Столичные спасатели устранили пожар и спасли одного пострадавшего. Под такой легендой сегодня якутский пожарно-спасательный гарнизон провел тактические учения. Отрабатывали оперативные действия в непривычной локации. Сюжет Сергея Михедова. Пожарные расчеты прибывают на место пожара в считанные минуты после поступления сигнала. Горит 17-й корпус 203-го микрорайона. Недалеко от места происшествия разворачивается мобильный командный пункт, где будут приниматься дальнейшие решения. По сценарию учений пожар начался на подземной парковке. В полном снаряжении пожарные спускаются внутрь и метр за метром проверяют каждый угол помещения на наличие огня и людей. Обнаружив место пожара, приступают к тушению. Одного пострадавшего на руках выносят из здания. Основная цель данных мероприятий – это обучить личный состав. Это координировать их действия, чтобы каждый знал свои задачи на данных пожарах. Всего в учениях задействовали 12 единиц техники и 46 человек. В основном это пожарные и спасатели. Из них только от пожарных подразделений на место происшествия прибыли 9 единиц техники и 36 человек личного состава. Несмотря на то, что парковка достаточно большая, на 93 машиноместа, общая площадь возгорания по сценарию составила всего 24 квадратных метра. Данное учение Якутского пожарно-спасательного гарнизона я оцениваю на оценку удовлетворительно. Есть свои замечания, есть свои предложения. Мы также в классе тактики будем прорабатывать эти вопросы, ну и дорабатывать до оценки хорошо. Невысокая оценка действий пожарных вполне логична. В Якутске еще не так много подземных парковок, чтобы в должной мере отработать действия в случае пожара. Поэтому очень важна первая информация, поступающая от сотрудников стоянки. Скоро будет заезд жильцов, уже подготовка квартиры идет, запуск заезду. Мои функции и обязанности были встретить пожарную часть, определить место непосредственно возгорания, указать на это место. Впереди у пожарных и спасателей еще будут возможности отработать собственные действия на подземных парковках. В Якутске их откроют еще множество. Самое главное, чтобы учения не превратились в реальный пожар с человеческими жертвами. Сергей Михедов, Илья Сыромятников, Якутск.
В Нерингре совершено разбойное нападение на продуктовый магазин. Подозреваются двое молодых людей в возрасте примерно 20-22 лет. Они были одеты в темную одежду, на лицах маски. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает этих преступников. На сегодняшний день лица, причастных к совершению данного преступления, не установлены, поиски продолжаются. Обращаемся к гражданам, лиц, обладающих какой-либо информацией о совершении данного преступления, либо о лицах причастных, просим сообщить в полицию по ниже указанным телефонам. Анонимность и вознаграждение гарантируются. Также обращаемся к владельцам торговых точек, рекомендуем установить в магазинах видеонаблюдение и кнопки тревожной сигнализации. В Мирном жители дома по улице 40 лет октября обратились с проблемой. По их словам, дом, в котором они проживают, признан аварийным еще в 2017 году. Люди ждали сноса и переселения. Однако вместо этого летом дом начали благоустраивать. В ситуации разбирались наши коллеги в Мирном. Мы очень терпеливо ждали, так говорят жители дома 24А по улице 40 лет октября. Ждали переселения из своего аварийного дома в другой. Но вместо этого городские власти начали благоустраивать здание. Этим летом мэрия провела в дом трубы и подала холодную воду. Ну, если это все будут благоустраивать, дом развалится. Первый этаж вообще будут бежать все, как говорится, все фекалии. Через первый этаж будет. Потому что первый этаж и холодная, вода примерзает. Что они хотят? Не знаю, благоустройство. Мы отказываемся, в общем, от этого благоустройства. Дом был построен в 60-х годах. За это время капитального ремонта в нем не делали. Здание рушится буквально на глазах. Заваленки раскрыты, полы на первом этаже зимой ледяные. По словам жителей, для благоустройства в их квартирах даже нет места для установки ванны и унитаза. Но даже если они установят, по опасению граждан, полы не выдержат, и со второго этажа все обрушится на первый. Круглый год жители носят воду с водокачки. Зимой она не чистится, на коленках подползаем, чтобы набрать воды. Сколько падаем. Вот инвалид у нас жил в квартире. Он с палочкой идет, один раз как упал, я поднять его не могла, этого дедушку. За водой ходил инвалидца. Вот это все здесь у нас, помойка вот эта, горой навалится, пока не позвонишь, не наругаешься, и все это разносится на площадку, и везде вот площадку построили, сейчас вот и на площадку все это разносится, дети разносят весь этот мусор. Жители дома обращались к исполняющим обязанности главы Мирного, на что им ответили. В администрации города сегодня занимаются сносом ветхих и аварийных домов, приказ по которым вышел до 1 января 2017 года. Жилой дом по адресу 40 лет октября 24А был признан аварийным в июне 2017-го. Поэтому, чтобы хоть как-то облегчить проживание, Совет депутатов Алмазной столицы принял решение по его благоустройству. Мы должны понимать, что эти дома будут стоять, но, скорее всего, берем максимум, до 30-го года. Люди сейчас живут. А как людям сейчас жить? Да, дома ветхие аварийные, но люди там живут. И наши функциональные с вами обязанности, я имею в виду администрацию города, депутатов городского совета, как можно больше помогать людям-то в приведении к комфорту их жизненных условий. Сегодня в Мирном 88 аварийных и ветхих домов. В региональную программу по сносу до 2025 года вошли 15 жилых зданий. По соглашению с акционерной компанией «Алроса» до 2025-го снесут еще 25. 48 домов остаются в перечне. Если через 6 лет заработает следующая программа, то, возможно, жителей по улице 40 лет октября 24А переселят в новые квартиры. Если, с 25 года заработает следующая программа, с 25, допустим, по 30 год, эти дома, дай бог, войдут в эту программу. Но я тоже не гарантирую этого, потому что мы не знаем с вами, какой объем денежных средств будет выделен в следующем периоде. Но мы надеемся на это, что мы включим туда. Пока жильцам этого дома остается лишь ждать. И, возможно, в 2025 году заработает новая программа, и их аварийный дом, наконец, пойдет под снос. Анна Винокурова, Илья Засухин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Прививочная кампания против гриппа постепенно завершается. В Алданском районе граждане, подлежащие обязательной вакцинации, охвачены почти на 100%. Как отмечают медработники, сознательность общества растет. Ежегодно становится больше тех, кто получает профилактику добровольно. Подробнее Татьяна Вахнина.
В холодильнике прививочного кабинета детской поликлиники осталось около 200 доз вакцины против гриппа. До завершения прививочной кампании осталась неделя, а план по вакцинации детей и подростков выполнен. Ежегодно пользу прививки осознают все больше родителей. Я считаю, что если нет противопоказаний и если есть возможность, то, наверное, нужно ставить. Своим детям я не ставлю, потому что вот у младшей есть противопоказания. Поэтому вот так. Сама ставлю, потому что я работаю в образовательном учреждении, и нам нужно ставить обязательно. Иммунизация против гриппа стартовала в сентябре. Взрослые и дети посещали прививочные кабинеты. В учреждениях образования работали медицинские бригады. В настоящее время план по охвату граждан, подлежащих обязательной вакцинации, почти выполнен. На сегодняшний день в Алданском районе прививки против гриппа получили 20 200 человек. Это 97% от подлежащего контингента. Детей привито 8200. Это более 90% от общего количества детей. Ну и 12 тысяч – это вакцинированные взрослые лица из группы риска. Стоит отметить, что осенью заболеваемость простудой традиционно повышается, и некоторые не смогли поставить прививку по медицинским показаниям. Впрочем, эти дети и взрослые могут быть вакцинированы позднее. Время еще есть ноябрь. Если у ребенка по причине медицинского отвода не была сделана прививка в сентябре-октябре, то ее можно сделать после перенесенного заболевания через месяц, в ноябре месяце. Грипп опасен осложнениями, которые затрагивают в первую очередь почки и сердце. Прививка не гарантирует стопроцентную защиту от вирусов, вызывающих простудные заболевания, однако существенно облегчает течение болезней и минимизирует риск осложнений. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Вернемся через небольшую паузу. Оставайтесь с нами и смотрите далее в программе «Итоги дня». Экспортеры Якутии. Какие вопросы и проблемы обсудили на этой конференции? Как с экспортом обстоят дела в целом в Якутии? Коровы-скамейки в Мирном установили паблик «Арт-игрушка». Что еще будет по республике в рамках фестиваля современной культуры «Лето Якутии»? Харконат в республике ведут съемки нового фильма. О чем будет картина и когда выйдет? Обновленный концертный зал, помощь молодой семье, уроки добра. Все это и многое другое в обзоре новостей Ленского района в конце выпуска. Это Якутия-24, программа «Итоги дня». Продолжаем выпуск. В эти минуты в Москве проходит заседание Президиума «Единой России». Среди прочего, там должны быть озвучены кадровые изменения в региональных отделениях «Единой России», передает наш корреспондент в Москве Максим Кардозов. Мы находимся в штаб-квартире «Единой России» в Москве, и сегодня вечером здесь состоится заседание Генсовета партии. И одно из главных событий, которое здесь должно произойти вечером, это возможное назначение временно исполняющих обязанности лидеров региональных отделений партии «Единая Россия» целого ряда губернаторов. Напомним, что сейчас ни один из губернаторов нашей страны не возглавляет региональное отделение «Единой России». Список пока неизвестен полностью, но понятно, что они должны до назначения и до оглашения полной информации встретиться с лидером партии, председателем правительства Дмитрием Медведевым. И, возможно, среди них окажется и глава Якутии Айсен Николаев. Более точную информацию мы узнаем чуть позже и, конечно же, все расскажем. К другим темам. Объем экспорта несырьевых товаров в Якутии по итогам прошлого года составил порядка 241 миллиона долларов. Наряду с крупными промышленными компаниями развитие должно получить малое и среднее предпринимательство. И таким образом к 2024 году эти показатели должны вырасти еще вдвое. Об этом говорили сегодня на ежегодной конференции «Экспортеры Якутии» с участием российских экспертов. Наш корреспондент Ульяна Шагина о том, с какими проблемами сталкиваются предприниматели при выходе на зарубежные рынки. Якутский экспортный перерабатывающий завод появился на рынке всего 2 года назад. Компания является официальным экспортером изделий полуфабрикатов из бивня мамонта. Первый контракт был заключен с Польшей, куда экспортируются полуфабрикаты вставки для ювелирной компании. Между тем, предприятие столкнулось с рядом проблем. Проблема именно даже с ввозом нашего материала, допустим, с арктических зон до города Якутска.
Одно из нововведений, как маркировка должна была быть. Наши предприниматели, они не учли эту позицию и допустили некоторые ошибки. Сегодня в Якутии экспортом продукции занимаются более 40 малых и средних предприятий. В зарубежные страны вывозится сельхозпродукция, ювелирные изделия и бриллианты. Особое внимание уделяется экспорту изделий из мамонтовой кости и бивня. В республике реализуется 4 региональных проекта, связанных с экспортом. Это экспорт промышленной продукции Республики Саха-Якутия на зарубежные рынки, экспорт продукции АПК, экспорт услуг. Ну и 4-й региональный проект – это системные меры поддержки экспорта Республики Саха-Якутия. В рамках реализации этих региональных проектов, которые у нас реализуются в рамках национального проекта «Международная кооперация экспорт», наше министерство совместно с агентством по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Республики Саха-Якутия ведет комплексную целенаправленную работу именно по практической поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства для выхода их продукции на зарубежные рынки. Также в прошлом году был создан Центр поддержки экспорта. Сотрудники центра оказывают поддержку предпринимателям в оформлении документов. Проблема у нас возникает, конечно, при оформлении таможенных документов, поскольку тут нужно подготовить большой пласт, пакет документов. Он 2-3 документами не исчерпывается. К примеру, для легитимного экспорта и реализации пищевой продукции в Китае нужно провести целый пласт испытаний этой продукции на предмет соответствия нормам и законодательствам зарубежного партнера. Испытания по показателям пищевой продукции, которые у нас, они действуют на территории СНГ. Но в той стране, допустим, в Китае, если взять, у них есть свои нормы для того, чтобы покупатель там у вас мог принять продукцию в России, нужно провести испытания здесь, в России, и, соответственно, оформить сертификат на продукцию, уже подтверждающий, что эта продукция безопасна. И с такими трудностями якутские предприниматели встречаются на каждом шагу. Сегодня главная задача органов власти – понять, в чем именно корень проблем. Для этого разрабатываются дорожные карты, а также в регионе реализуются крупные программные проекты. Их цель – к 2024 году – повысить показатели экспорта в Якутии в 2 раза. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. В Мирном в рамках республиканского фестиваля под названием «Лето Якутия» установили паблик-арт «Игрушка». Это 10 коров ярко-красного цвета простой геометрической формы, которые будут служить скамейкой для посетителей. Автор этого арт-объекта – художник Вера Петрова. Ее работы находятся в коллекциях Национального художественного музея республики, а также в частных коллекциях по России и за рубежом. В проект «Игрушка» автор вложил глубокий сакральный смысл. Численность коров и их цвет не случайен. В арт-объекте отразились особенности менталитета и мировоззрения народа. В 2021 году на экраны выйдет новый фильм якутского производства под названием «Харконат». Это картина в жанре этнофэнтези. Она основана на легендарном эпосе «Олонхо». «Харконат» – очередной проект киностудии «Арт Дайду» под руководством продюсера Марианны Скрыбыкиной. Создатели этого фильма рассказали, что будет много захватывающих сцен с использованием компьютерной графики. На съемочной площадке побывала моя коллега Саргалана Захарова. Мотор, тихо. Съемочная бригада спешит отснять сцену. На счету каждая минута. Суровая северная природа и короткий световой день диктуют свои условия. Давайте быстрее, у нас свет уходит, у нас осталось полчаса. Съемки ведут при естественном свете. Надо успеть, пока не начало темнеть. Амбициозные достаточно задачи максимально использовать натуральный свет. То есть мы даже когда снимаем с костром, вот у нас есть прекрасные осветители, прекрасные ребята, которые за этим следят, да, вот. Мы всякими хитростями, но стараемся снимать максимально натурально. За всем процессом следит режиссер Айталина Владимирова-Тимофеева. А вот за звук отвечает звукорежиссер. Острый слух петербургского специалиста Данила Бельтюкова не упускает ни малейших помех. Это бывает, что самолет пролетит там или машина грузовая проедет, но это стандартно. То есть не больше, чем обычно в каких-либо съемках, но и не меньше. Снимают одну из финальных сцен. Главный герой Харконат идет со своим другом, девушкой-воином Сусар. В роли богатыря артист Саха-театра Прокопий Данилов. А вот его спутницу играет молодая монгольская актриса Балжиням Арюнхишик. Мне нравится тем, что она очень сильная. Не только физически, а здесь и здесь. Очень сильная и умная.
Ариун Хишик снимается в фильме со своим коллегой из Монголии Тугулдур Мунхбаяр. Он также исполняет роль другого товарища главного героя Хагадаса. По сценарию они вместе отправляются в Нижний мир, чтобы спасти красавицу Айко. Однако кто кого спасет – герой красавицу или красавица героя? Над созданием картины трудится больше 100 человек. Еще 100 – это актерский состав. Якутское кино не изменяет своим традициям и дает шанс попасть на ленты кинофильмов абсолютно всем желающим. В массовке задействованы непрофессиональные актеры – врачи, учителя, студенты, пенсионеры. Раханда боллар үшөй багая биттен сына келлибит уна айылгага келен манна ханьяна хаджабыт элбах бая техниката билистибит көрүстүбүт. Съемки начались еще в августе. Проходили они на леднике Булус в Хангаласском улусе. Сейчас осенне-зимний сезон. Недалеко от Якутска, прямо над долиной Туймады на сопке Чачур-Мыран. Несмотря на то, что приступили уже к финальным сценам, это далеко не конец съемочного процесса. Снимают не по очередности, а в разнобой, в зависимости от фона и времени года. Есть другая интересная очень особенность, которую мы и хотели прийти ближе к финалу фильма, да, это такая монохромность. То есть нету ни зеленой травы, ничего желтого, все такое максимально серое и практически черно-белое. Специально для съемок возвели целую деревню, порядка 10 построек, ураса разных размеров, максимально приближенных к реальным жилищам якутов XIII века. Мы находимся в поселении Байтахана. Это жилище якутов XIII века. Построили его по консультации этнографов, историков, археологов. Конечно, изучали очень затошно, подходили под руководством нашего художника-постановщика Екатерины Ефимовны Шапошниковой. Все вот это вот и создали ребята. Декорации выполняют еще и практическую роль. Съемочный день начинается в 5 утра. На улице уже довольно-таки холодно. И, естественно, проводить долгое время на свежем воздухе уже не так комфортно. И в такие вот короткие перерывы между съемками отдельных сцен все, кто находится на съемочной бригаде, имеют возможность зайти сюда и погреться у открытого огня. Именно здесь развернется одна из самых зрелищных сцен. При помощи компьютерной графики оживут демоны Нижнего мира и выйдут на Средины, чтобы похитить Айко. Создатели картины обещают, равнодушным Харконат никого не оставит. Оценить результат работы зрители смогут в 2021 году. Саргалана Захарова, Владимир Павлов, Якутск. На этом выпуск завершаю. Якутия-24 продолжает работу в прямом эфире. Далее смотрите обзор новостей и событий Ленского района. Слово передаю коллегам.